Площадь солнечных панелей Батагайской станции чуть уступает футбольному полю. За электричество в домах Заполярного поселка отвечают 3360 солнцелюбивых приборов. За год энергообъект мощностью 1 мегаватт показал себя с хорошей стороны. Сейчас когда яркое солнце, она работает почти до 1 мегаватта, почти проектная мощность. По оценкам экспертов, в Верхояне 260 солнечных дней в году. Анализ активности света тоже указывал на строительство станции на возобновляемом источнике энергии. Она расположена на самой верхней точке поселка, ближе к Солнцу. Пока самая крупная солнечная электростанция за полярным кругом в полную мощность не заработала. Продолжаются монтажные работы. В ближайших планах установка автоматизированной системы, которая позволит накапливать энергию солнца. Такое оборудование объединит работу солнечных панелей и дизельной станции. Плюс ко всему, даже зимой в период полярных ночей уникальный энергообъект будет вырабатывать электричество от слабого рассеянного света. Солнечная станция в этом году выработала более 200 тысяч киловатт-часов. Это более 50 тонн дизельного топлива. Батагайская станция – объект экспериментальный. Потому, как говорят энергетики, процесс доведения до ума техники происходит постоянно. Выполняем работу по укладке кабеля, кабель-канал. Для того, чтобы обеспечить безопасность, есть вот эта солнечная электростанция. Кроме районного центра, солнечные панели используют еще в 3 поселках Верхоянского улуса. В целом, по Якутии на таком источнике работают 13 станций. В этом году солнечная энергия придет в дома жителей 2 деревень Алеквинского и 1 поселка Алданского районов. Айна Винокурова, Денис Попов, Вести, Верхоянский район.